Ансар Радикович, вот сейчас мне позвонила волонтер Екатерина, да, Иванова. Она хотела бы к вам привезти черного кота на кастрацию. Можно? Когда подойти в понедельник? Хорошо, хорошо. Ладно, все, спасибо большое. На телефонные звонки с просьбой подлечить бездомную кошку или собаку Ансар Радикович отвечает по нескольку раз в день и не отказывает никому, кто просит его о помощи. Десна, да, воспалены. Тут камушек висит. Да, знаю. И он раздражает десну. Она из-за этого куксится. Кто-то заводит домашнего питомца, чтобы не чувствовать одиночество, чтобы дисциплинировать себя, чтобы ребенок не скучал. А некоторые могут просто идти по улице, увидеть пушистый комочек и забрать его к себе. Но на такой поступок могут решиться, увы, немногие. Я к Ансару Радиковичу обратилась за стерилизацией, бесплатной стерилизацией, потому что очень много кошек подбираем, и поэтому материально уже не хватает денег, и мы обращаемся к нему, чтобы он нам бесплатно стерилизовал. Конечно, для нас это очень большая помощь. Стерилизует и вакцинирует бездомышей Ансар Радикович уже более 30 лет. В 2016 году он стал одним из лауреатов общественной премии «Достояние столицы». Главный приз – путевку в Крым Ансар Радикович продал, а вырученные деньги пожертвовал в пользу бездомных кошек и собак. Тут есть здание четырехэтажное, которое принадлежит Министерству образования Республики Башкортостан, но его занимают служители нашей Фемиды. То есть я хочу, чтобы служители Фемиды построили новое современное здание, а это здание, которое принадлежит Министерству образования, передали Аграрному университету. Там бы мы могли организовать опорный пункт по спасению бездомных животных. В детстве Ансар Шарипов мечтал работать на большой красивой машине и перевозить грузы. Родители уговаривали мальчика пойти по их стопам и продолжить династию нефтяников. Но судьба распорядилась иначе. У меня дедушка герой социалистического труда, нефтяник. Отец нефтяник, мама нефтяник, лаборант. То есть они уже знали, что я по-любому должен идти учиться на нефтяника. У нас как раз в Ишимбае есть нефтяной колледж. Но на одном из советов семейных я их ошарашил тем, что иду учиться в медучилище. После училища в медуниверситет у Ансара Радиковича поступить не получилось. И чтобы не терять год, он пошел учиться в аграрной. Начал подрабатывать в Уфимском госцирке, готовил операционные поля, учился ставить капельницы и делать уколы. Тогда и влюбился в профессию, которой посвятил жизнь. Особенно запомнился случай с запашными, когда приезжала программа «Кофе со львом». Лев заболел. Они вызывали врача с города Перми, потому что тот специализировался на цирковых животных, проходил стажировку в Германии. Он приезжал, осматривал льва, давал назначения, мы эти назначения выполняли, но лев все продолжал и продолжал болеть. В итоге, после консилиума из преподавателей Аграрного университета все-таки выяснили, что лев болел банальной кошачьей инфекцией, то есть не был привит, поэтому и заболел. Каждый день у Ансара Радиковича десятки пациентов, принимает всех без исключения, и беспризорных, и породистых. Так, ест, пьет, бегает, прыгает, да? Ест пятнышки. Снижено. Жарко. Как повысилась температура, ребенок стал меньше кушать, да? Да. Получается, он у вас бегает на солнце, перегревается, и лучи вызывают загар в виде пятен, да? То есть вам надо гулять в тени или же одевать одежку. Пока в коридоре своего приема ждут пушистые пациенты, Ансар Радикович спешит на выписку во двор клиники. Кусочком хлеба с сахаром, любимым лакомством своей подопечной, он провожает лошадь Розу и ее же ребенка домой. Несколько месяцев ветеринар лечил малыша, и вот наконец-то болезнь отступила. У нас появился же ребенок, он родился очень слабеньким. И вот в первые жизни месяца погода была очень влажной. Он у нас переохладился. Мы его подлечили волшебными мазями, сделали ему антибиотик, сделали ему витамины. И теперь у нас здоров и возвращается к себе в деревню. Ансар Радикович – ветеринар по призванию. Любимому делу он отдал более 30 лет. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Только в нашей жизни чаще всего нам под деревом сидеть не приходится. Нам приходится и корова, волчица, и жучок, и червячок, и медведица, и кабаны. К нам приходят все для вакцинации, обработки против паразитов. Сидеть под деревом действительно нет времени. Надо еще навестить козу, баранов и ягнят. Боятся, да?
Они очень пугливые. Она волнуется за малыша. Поэтому пытается спрятать с собой. Она ждала от меня сюрприз. Но все сюрпризы съела кобыла, да. Узнает, какой у животного аппетит, послушает, как бьется его сердце, измерит температуру. Ошибок в постановке диагноза и выборе тактики лечения быть не должно. Вариантов излечения много, но каждая твоя ошибка, она может быть фатальной, да. Или ребенок останется инвалидом, или уйдет по ту сторону радуги. Всех своих пациентов называют не иначе, как детьми. Ребенок ждет хлеба, потому что... Вы их так называете? Ребенок. Потому что хозяин, когда заводит для себя питомца, он относится к нему как к ребенку. То есть он вкладывает в него душу, зарплату, свое время, он приближается к природе, да? Он уже ближе к природе. Вся забота отдается им, нашим братьям меньшим. На вопрос, есть ли различия между лечением животных и людей, Ансар Радикович, улыбаясь, ответил: конечно, звери ведь могут укусить, а человек нет. И когда людям делаешь назначение, человек может тебя проигнорировать, да, вовремя не лечь в больницу. Потом его привозят с осложнениями уже в 4-3 утра, когда ты находишься не в таком уж, да, хорошем духе. Или же сравнить с животными. Если животным назначить определенные препараты, сказать, как и когда их давать, то за этими назначениями будет следить вся семья. И животное будет получать вовремя все процедуры выполняться и быстрее поправиться. Здоровье своего тойпуделя Бетти Эра Николаевна доверяет только Ансару Радиковичу, называя его зоозащитником и врачом от Бога. Ну вот вы сами же видите, какой он добродушный. К нему вот все идут и идут. Он никому не отказывает. И собачки к нему тоже идут. А вы знаете, как он уколы сделает? Они даже не пикнут. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Питомцы не только похожи на своих хозяев внешне, но и считывают их настроение и даже поведение. И в лечении важно успокоить и настроить на позитив хозяина, тогда и питомец поправится быстрее. Доброта зверей, она прямо пропорциональна доброте хозяина. Все зависит от того, если хозяин тебе доверяет полностью, да, то и животное относится к тебе спокойно. То есть она полностью доверяет делать себе уколы, да, процедуры, там ушки почистить, дают ротик посмотреть, температуру померить в конце концов. К доктору несут и экзотических животных. Чаще всего, говорит Ансар Радикович, это пауки, черепашки и змеи. Все они заболевают в неволе из-за неправильного обращения, питания и ухода. Мальчик, да? Мальчик. Так-то хороший, активный, глазастый. Содержите в этой же переноске? Да. Кормите чем? Тараканами. Тараканами. Тараканов сами выращиваете, да? Конечно. Спаривать будете? Хотелось бы. Да? Девочка есть? Нет. Невесты нет? В поисках. Ну вот, как раз у нас телевидение. Ищем невесту для паучка. Очень симпатичного. А это уже стриж. Мужчина подобрал его на улице и привез к ветеринару. Пернатых приходится лечить часто, говорит доктор. Птицы врезаются в стеклянные отделки высотных зданий, которых с каждым годом становится все больше. Травмируются и погибают. Но этому ребенку не повезло. Рухнул и сломал крыло. Сосуды повреждены. Тут будет некроз, сухая гангрена. Крыло отпадет, и останется одно крыло целое, другое. Но его же кошки съедят. Либо клеить. Его на улицу выпускать нельзя. Его только можно отдать волонтерам. Стараться лечить животных так же хорошо, как и людей. Каждого погладить, с каждым поговорить. Каждому найти индивидуальный подход, проявить любовь, внимание и заботу. В этом весь смысл моей профессии, говорит ветеринар. Для меня моя профессия – это жизнь, мое хобби. Я не воспринимаю это за работу, я воспринимаю это за долг. То есть у меня есть долг помочь тем, кто нуждается в моей помощи, помочь тем, кто доверяет мне. Неврология, онкология, травматология, стоматология и многое другое. В ветеринарии сегодня те же услуги, что и в обычной медицине. Сейчас мы будем оперировать бездомную кошечку, да? Удалим ей яичник и матку, и проблем больше никаких не будет по размножению, да? Этим мы будем сокращать численность бездомных животных в городе Уфа.
В работе ветеринары используют кардиомониторы, которые позволяют контролировать не только ритм сердца, но даже определять уровень насыщения кислорода в крови. Аппараты УЗИ, гастроскопы, эндоскопы, уретроскопы, аппараты искусственного дыхания, коагулянты. Покажи, пожалуйста, рубец свой. Ты за что волновалась, что тут грыжа? Да. А грыжи нету? Да, Это был отек травматический. Если владельцы хотят лечить своих животных у Ансара Радиковича, то студенты мечтают у него учиться. На практику к доктору стремятся попасть многие учащиеся аграрного университета, а некоторые даже со школьной скамьи. В детстве я смотрела передачи много о животных, и мне понравилось. Я решила стать ветеринаром, начала ходить сюда, мне стало нравиться еще больше. И сейчас я уже хочу конкретно стать ветеринаром. Беззаветное служение профессии, любовь к животным и преданность своему делу. Этому невозможно научиться, говорит уфимский айболит. Этим надо жить.